Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главных темах минувшего дня. Аслан Бжани и вице-президент Бадра Гунба пришли в гости с подарками к ветеранам Великой Отечественной войны. В Сухуми почтили память видного государственного и общественного деятеля Абхазии Юрия Воронова. Герою Абхазии, генерал-лейтенанту Владимиру Георгиевичу Аршба сегодня исполнилось бы 65 лет. «9 мая в Абхазии, как и во многих странах мира, отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет назад завершилась самая кровопролитная в истории человечества война, которая унесла много миллионов жизней. В преддверии праздника президент Абхазии Аслан Бжани лично поздравил с Днем Победы ветерана Нону Дорофееву. В 18 лет воспитанница детского дома Нона Ивановна попала на фронт. Она отслужила 4 года в действующей армии, а День Победы встретила в Берлине. Глава государства вручил ветерану цветы и денежный подарок. Репортаж Шазины Ханагуа. Улыбчивая и общительная Нона Дорофеева с теплом встретила президента Абхазии Аслана Бжаня. Здравствуйте, дорогая Нона Ивановна. Рад вас видеть. Сидите. Это вам. Как вы себя чувствуете? Как ваше настроение? Большое настроение. Я живу и радуюсь, что я в окружении людей. И внуки со мной. Да, будем отмечать ваш юбилей. Это небольшой вам подарок тоже. Живите долго, живите вместе с нами. Спасибо вам за все ваши труды, за ваши подвиги. Ноне Ивановне в августе исполнится 100 лет. Ходить стало сложно, сетует она, но гостей ждала, как и каждый год. А в этом году уже 79-я годовщина Великой Победы. За все прошлое. Спасибо вам. И спасибо настоящее. Спасибо. Спасибо. Настоящее – это большое мое счастье, что я в окружении людей добрых, ласковых. Будьте здоровы. Будьте здоровы. И мне кажется, что я молод уже. Все правильно. Вам не кажется, так оно и есть. Потихонечку уже надо уходить на службу. Всех вам благ. Спасибо вам большое. Великая Отечественная война занимает особое место в истории. Героями тех событий стали наши дедушки и бабушки, отцы и матери. Они прошли то, что не под силу представить человеку. С той Великой Победы прошло уже почти 8 десятилетий. Однако история не забыла своих героев. Нона Ивановна Дорофеева родилась в крестьянской семье в деревне Спицинка Орловской области. После смерти родителей воспитывалась в детском доме. Там война и застала Нону Ивановну. Старшие мальчишки, которых приняли в военкомат, ушли на фронт. А ее отправили в ремесленное училище в Тбилиси. Оттуда на работу токарем на авиационный завод. В 1942 году 18-летнюю Нону Дорофееву отправили на военный автозавод, где обучали автомобильному делу, а после в Кутаиси. Девушка попала в батальон аэродромного обслуживания. Я машину возила, она меня. Вот. Машина у меня была маленькая. Значит, поехала. Правда, сама у меня с машиной была маленькая была. И далее не доставала. Не доставали? Да. Ну, ехала хорошо. В
В составе автомобильной роты 483-го батальона аэродромного обслуживания Нона Дорофеева дошла до границы с Польшей. В польском городе Лодзь ее батальон вошел в состав войска польского и был переброшен на аэродром под Берлином. Нона Ивановна встретила долгожданную победу в Берлине, через что прошла ветеран, можно судить по ее наградам. Медали за боевые заслуги, за взятие Берлина, за победу над Германией, за оборону Кавказа. Нона Ивановна, пережившая на своем веку 2 войны, желает, чтобы ее ужасы не пришлось пережить новому поколению. Немножко грустно, потому что чувствую, за мной близко старость идет. А мне не хочется стареть. Я хочу быть молодой, такой, как была. И получается так. Жизнь будет так, как есть. Сразу после войны Нона Ивановна выходит замуж за Ивана Дорофеева. Молодых супругов демобилизовали, после чего они вместе уехали в Сухум, где прожили всю жизнь. Я рада, что у меня сложилось вот в настоящее время. С одиночества одинокая я была. Из рук у меня муж, сержант. Красивый мужчина. Вот зачем он меня взял такую маленькую. Он был очень хороший, добрый человек. Вот это он мне детишек подарил. Нона Дорофеева хорошо знает и поет песни военных лет. Да здравствует созданный волей народом, единый, могучий Советский Союз. С каждым годом ветеранам Великой Отечественной войны все труднее участвовать в торжествах, посвященных Дню Победы. Кто-то уже совсем не выходит из дома. Поэтому в Абхазии 9 мая прямо во дворах звучат песни военных лет и искренние слова благодарности. Поздравить ветеранов домой приходят члены правительства, депутаты, руководители городских администраций. Шазина Ханагу, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. Президенты Абхазии и России обменялись поздравлениями в честь празднования Дня Победы. В поздравительном адресе Аслана Бжани отмечается, что Абхазию и Россию в стремлении к созиданию всегда будут объединять беспримерная самоотверженность, мужество, стойкость и доблесть наших предков. Аслан Бжани пожелал всему братскому народу России неиссякаемой крепости духа и новых достижений на благо Отечества. В свою очередь Владимир Путин поздравил Аслана Бжани и абхазский народ с Днем Победы и выразил уверенность в том, что узы братской дружбы, закаленные в военные годы, останутся надежной основой для дальнейшего развития отношений союзничества и стратегического партнерства между странами. Президент России также просил передать слова искренней благодарности всем проживающим в Абхазии ветеранам Великой Отечественной войны. На имя президента Абхазии приходит множество поздравлений с Днем Победы в Великой Отечественной войне. С 79-летием Великой Победы над фашизмом Аслана Бжаню поздравили заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин, президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, глава представительства ПМР в Абхазии Гарри Купалба. Ветерану Великой Отечественной войны Елене Вадзинской сейчас 96. 17-летняя она самоотверженно служила и трудилась в военном госпитале. В преддверии 79-летия Великой Победы Елену Вадзинскую поздравил вице-президент Бадра Гунба. Елене Вадзинской, ветерану Великой Отечественной войны, сейчас 96 лет. Возраст сказывается не только на физическом состоянии, но и забирает самое ценное – воспоминания. Несмотря на это, напоминает родной сестре и дочери о предстоящем в августе ее дне рождения. И, конечно же, вспоминает события 79-летней давности. Будучи юной 17-летней девушкой, она попала в военный госпиталь в Цхалтубе, куда свозили раненых бойцов. Здравствуйте, Елена Тимофеевна. С праздником вас, с Великой Победой вас. Спасибо вам, вашим боевым друзьям за все, что вы сделали для многих поколений, долгих лет жизни. Мы вас любим, ценим. Вице-президент Бадра Гунба вручил ветерану цветы и денежный подарок
Ветеран охотно поделилась с гостем тем, что ее радует и беспокоит. Рассказала о том, что в их многоэтажном доме не работает лифт, что усложняет возможность бывать на улице чаще. Вице-президент обещал в ближайшее время создать для нее подходящие условия, возможно, помочь финансово восстановить ее частный дом. В частном доме посмотрим, что сможем сделать. Может, какими-то работами помочь. Посмотрим, определимся и попозже мы дадим знать. Поздравительный адрес ветерану направил и спикер парламента Лаша Ашуба. Его представители пожелали Водинской доброго здравия, вручили цветы и денежный подарок. Елена Водинская – мать 5 детей. Ее муж Олег Водинский был военным и прошел Великую Отечественную до победного конца. Его не стало в 1987 году. Свою юность она вспоминает отрывками, но уверенно рассказывает, что в госпиталь для помощи раненым бойцам она отправилась осознанно, ведь от нее могли зависеть чьи-то жизни. За свои заслуги Елена Водинская награждена многочисленными медалями. Мама меня не пускала. Отец на фронте, брат на фронте. Ты, говорит, тоже лезешь туда, куда тебе не надо. Но я полезла туда, куда я была нужна. Да. Я помогала. И спасли многих. О, еще сколько. Работа в тылу, конечно, несравнима с фронтовой жизнью. Однако очевидно, что самоотверженно выполняя любую работу, труд каждого становится общим благом. Асида Малия, Инал Винджи, Абхазское телевидение. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил председателя правительства России Михаила Мишустина с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник является собой символ исторического и духовного единства народов Абхазии и России, общности судеб и перспектив. Во имя достойного будущего наши отцы и деды, матери и сестры героически, преодолевая трудности войны, сражались с общим врагом, говорится в поздравительном адресе. Александр Анкваб также поздравил с Днем Победы посла Российской Федерации в Абхазии Михаила Шургалина. Лаша Ашуба направил поздравления ветеранам Великой Отечественной войны Елене Водинской и Ивану Пиле. Поздравления, памятные подарки от имени спикера ветеранам войны передали представители аппарата парламента. Ветерана Великой Отечественной войны Марию Ломакину по поручению начальника службы государственной охраны Дмитрия Дбар поздравили с Днем Победы сотрудники ГСО. Они передали ей поздравительный адрес, в котором выражается огромная благодарность и глубокое уважение всем ветеранам. Мария Филипповна поблагодарила руководство ГСО за ежегодное внимание в столь важный праздник. Она с радостью приняла памятные подарки и цветы, а также угостила гостей фронтовыми 100 грамм. День Победы – это не только память о войне, но и символ надежды, мира, единства и абсолютной любви к Родине. В этот светлый праздник в вашем лице мы выражаем огромную благодарность и глубокое уважение всем ветеранам. Ваше мужество, отвага и самоотверженность всегда будут служить путеводной звездой для следующих поколений. Вы – живой символ мирного неба над головой. Вечная слава и память героям, отдавшим свою жизнь за свободу миллионов людей. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья. Ваш пример будет вечным источником вдохновения для совершения добрых дел и напоминанием о цене мира без войны. Пусть всегда будет сопутствовать благополучие. С праздником Великой Победы! Начальник Государственной службы охраны Республики Абхазия генерал-майор Дмитрий Сергеевич Дбар. Спасибо, что вы приехали. Что, конечно, за победу со слезами на глазах. Тяжело было. Я была и холодная, но ничего, выжила, конечно. Потом, знаете, приехала еще Сухум, работала в 1947 году на госдаче. И вот уже здесь 65 лет в Абхазии. Так что, знаете, я в Абхазии почти родилась. У меня сын родился в Абхазии. В Сухуме родился. Вы знаете, я хочу сказать, что абхазы помогали. Я желаю вам крепкого здоровья, чтобы это кончилась война тоже. Памятник жителям села, участникам боевых действий, погибшим в Великой Отечественной войне, открыли в селе Кындах Ачамчирского района. Торжественную церемонию посетил министр внутренних дел Роберт Киот. Подробнее в материале пресс-службы МВД.
Памятник жителям села, участникам боевых действий, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, открыли в селе Кындыга Чемчирского района. Всего из села на войну ушло более 40 человек, большинство из них не вернулись с фронта. Торжественную церемонию посетил министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Кьют. Он отметил, что сегодняшний день – это дань памяти тем, благодаря кому мы живем. Генерал-майор Кьют подчеркнул, что нынешняя молодежь помнит и чтит тех людей, кто отдал жизнь за сегодняшний мир. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто принял участие в открытии этого замечательного памятника. Особенно это Дмитрий Кьют, который вложил максимум усилий для того, чтобы этот памятник сегодня был открыт, чтобы мы имели возможность чествовать всех тех воинов, которые в свое время Великую Отечественную войну во благо свободы, во благо того, чтобы фашизм был повержен, сложили свои головы. Когда вот такие ребята замечательные, продолжающие ихнее начало, воюют на Донбассе, воюют с фашизмом, тем же самым фашизмом, который был тогда. Я уверен, что у нас есть светлое, замечательное будущее. Всех еще раз поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю вам мирного неба над головой. Всего самого наилучшего. На открытие памятника пришли гости и местные жители. Они возложили цветы к восстановленному мемориалу. Светлая память героям войны, чьи имена помнит хмурое небо. Памятник воинам из села Кындык, павшим в Великой Отечественной войне, реставрировал местный житель Дмитрий Кьют, участник СВО. Он рассказал, что когда был на Украине, дал себе слово: если вернется живым, обязательно восстановит этот памятник бойцам с фашизмом в родном селе. Это символ нашей гордости и победы над злом, фашизмом, отметил Дмитрий Кьют. Министр юстиции Анри Барциц поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ласуря. От руководства страны глава ведомства вручил ветерану денежный подарок. В свою очередь, Алексей Якупович поделился своими воспоминаниями о военных годах и выразил глубокую признательность за оказанное внимание. Глава Сухума Бесланешба поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним, проживающих в Сухуме. В столице Абхазии прописаны 7 участников войны. От имени администрации Сухума им были сделаны денежные подарки. Подробности в материале пресс-службы городской администрации. Глава администрации Сухума Бесланешба поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним, проживающих в Сухуме. Сегодня в столице Абхазии прописаны 7 участников войны. От имени администрации Сухума им были преподнесены денежные подарки к празднику. Мэр Сухума побывал в гостях у ветерана Нонны Дорофеевой, которая долгие годы живет в Сухуме в атмосфере уюта, окруженная заботой любящих родных. Вот вам букетик от нас. Держите. И маленький презент. Какую вы песню споем, чтобы Какую вы пожелаете? Маша Виатор. Пойдемте, друзья, взялся поход, идем предрассветный туман. Пойдем веселей, пусть нам попадет чужой болевой капитан. Браво! Да, в августе уже 100 лет. Да? Дай Бог. Еще долгих лет жизни. Вот, да. Здоровья вам. Вот самое главное, стареть не надо. Да. Вот пожелается. А это ваш правнук получается? Да, он уже... Ты помогаешь бабушке? Вот. Помогает. Потому что бабушка у тебя заслуженная, ветеран Отечественной войны. Вот. Поэтому всегда будет рядом.
насколько возможно, оказывай внимание, люби крепко-крепко, будешь помнить ее всю свою жизнь. Потому что на их плечах огромная была ноша в свое время. Принесли победу нашей родине в Отечественной войне. Поэтому это на всю жизнь надо запомнить. Еще раз вам крепкого здоровья и с праздником, с Днем Победы! От души! На следующий год приеду поздравлять! Бесланешба поздравил с Днем Победы Анну Панасенко. Мэр отметил, что радуют позитивный настрой и жизненная энергия ветерана. 79-й годовщиной победы в Отечественной войне. От души. Крепкого здоровья. От души. Спасибо вам. Прекрасно выглядите. Хорошее настроение. Нас это радует очень. Дай Бог, дай Бог. Вам в этом году 100 лет исполняется? Да. Отлично. Дай Бог, чтобы еще долгие годы вы радовали нас своим присутствием, своей улыбкой, своим хорошим настроением. Благодарю. Мы гордимся, что у нас есть. Я горжусь всеми вами тоже. Разрешите мне преподнести вам денег. Держите. За заботу, за внимание. Маленький презент. Спасибо. От нас. Как я рада вас всех видеть. Как я рада. Мои золотые. Анна Панасенко пожелала всем здоровья, мира и неиссякаемой жажды жизни. Молодость – это наше будущее. Хорошее. И я думаю, что сейчас молодость тоже хорошая. И этой молодости будущее тоже будет хорошее. Я очень этого хочу. Что республика наша, она хорошая. Хоть и маленькая, но теплая, благородная. И я желаю всем вам добра, здоровья, жажда жизни, охраны своего очага, своей земли, своим обычаям, всем. Чтобы были сейчас жизнь такие реалии преподносят людям, что иногда думаешь, откуда они. Чтобы молодежь всегда наша была готова ко всему, к защите своего очага, защите своих детей. Дай Бог здоровья нашим людям, нашей республике, всем нам, и молодым, и пожилым, и всем. Вам огромное спасибо за теплые слова, за напутствие, за пожелания. Может, для нас это на самом деле дорогого стоит, то, что вы нам передали, сохранили в свое время, участвовали в Отечественной войне, и принесли до наших Дней Победу, которые уже долгие годы в таком. Несмотря на все, что происходит сегодня в мире, есть попытка снова, но я думаю, что Великая Россия и небольшой абхазский народ всегда вместе, и другие народности тоже, всегда будут стоять на защите своих рубежей, своей родины и отстаивать интересы своих государств. Спасибо вам большое за теплые слова. Еще раз с праздником. Спасибо. Здоровья в первую очередь. И хорошего настроения. Вы нас радуете своим настроением. Прям на самом деле стало гораздо приятнее. По поручению мэра замглавы администрации Сухума Автандил Сурманидзе также поздравил ветеранов с праздником. Автандил Сурманидзе побывал у Ивана Пиля, Ноны Мологлы, Елены Вадзинской, Алексея Ласуря, Габруши Квициня и Георгия Шарова. Абри хахцал Абрахам Тахучиков. Теперь еще Фозар, Агудера, Амайкала. С великим праздником Победы вас, здоровья, благополучия. Дай Бог, чтобы вы очень долго жили. От души поздравляем вас. Спасибо за победу. Добрый вечер, добрый день, праздником вас, с великим праздником. Спасибо. Здоровья самое главное. Стараюсь держаться. Держаться надо. А вы где служили? Служили Я где? здесь на маяке служил. Вы на маяке служили? Да. Сразу видно. И работал здесь все полностью здесь. В морфлоте служили, да? В морфлоте служили? Да. От администрации города Сухум Георгий Петрович, глава Беслан Федорович Чешпа. Я думаю, что пригодится, вам не помешает. Никогда не помешает. Спасибо, детки. Держитесь. Держу. Не упадет.
Ну, давайте еще раз. Удачи вам, Дай Бог, здоровья. дай Бог вам здоровья. Здоровья вам. Спасибо, дай Бог еще Вам побольше. спасибо за победу. Чтобы я побольше держался. Так точно, по-другому нельзя. Аман камара губзера, шай капо. Все, что я могла в госпитале делать, я все делала. Несмотря на то, что мне было всего 18-18 год. Но в этом дело в том, что у меня было столько жалости к тем, кого привозили и приезжают. Поэтому я, наверное, осталась такой же. Дай Бог, чтобы вы долго жили. Такие люди, как вы, нужны нам. Мы вас любим, ценим, уважаем. И всегда будем рядом с вами находиться. В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч воинов из Абхазии. Более 17 тысяч погибло на фронтах. Сегодня в Абхазии проживает 15 ветеранов войны. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Видному государственному и общественному деятелю Абхазии Юрию Воронову исполнилось бы 83 года. Археолог, историк, кавказовед, человек, болевший за судьбу Родины и всегда отстаивавший истину. Каждый год почтить его память к могиле Воронова в Сухуми приходят руководство страны, политические деятели, ученые и учащиеся средней школы номер 3, которая носит имя Юрия Воронова. Обсил по духу, так вспоминают заслуженного археолога и кавказоведа, видного общественного деятеля Юрия Воронова. Абхазия была главной областью его исследований. Именно он создал археологическую карту нашей страны, участвовал в раскопках замка Баграта, Себастополя, Сан-Акопии, руководил Цибельдинской и другими важными археологическими экспедициями. Неоценим вклад Юрия Воронова и в общественно-политическую борьбу нашего народа. Во время войны именно благодаря его усилиям удалось прорвать информационную блокаду вокруг Абхазии. Юрий Воронов, конечно, внес огромный вклад в науку. Это один из лучших абхазских археологов, доктор исторических наук. Он историк, да, который написал много книг. Но самое главное, наверное, и чем он известен большинству, хотя это огромная потеря именно для науки, это очень яркий политический деятель. Его выступления перед войной, во время войны и после войны, конечно, сыграли огромную роль. Юрий Воронов написал сотни научных трудов, книг, публицистических очерков и статей. По учебному пособию, одним из авторов которого является Юрий Воронов, студенты и школьники до сих пор изучают древнюю и средневековую историю Абхазии. Ежегодно к его могиле приходит руководство страны, представители общественности и ученые, а также учащиеся 3-й Сухумской школы, носящие его имя. Отрадно, что подрастающее поколение хранит память о выдающемся ученом и государственном деятеле. Если ты гореть не будешь, если я гореть не буду, то кто ж тогда рассеет тьму? Слова турецкого писателя стали жизненным девизом для Юрия Николаевича Воронова. Главным в жизни Юрия Воронова была наука, но он не только был видным ученым, ставшим известным еще в советские времена. Юрий Воронов возглавил информационную борьбу республики во время Отечественной войны народа Абхазии, использовал любую возможность донести миру правду о военных событиях. Правда превыше всего. Таким был девиз Юрия Воронова. Огромное чувство признательности Абхазии, ее народу, государству за память, за уважение, за то, что его до сегодняшнего дня очень ценят. И я сталкиваюсь с этим всякий раз, когда приезжаю на свою родину. Поэтому хотел, конечно же, от себя сказать всем вам большое спасибо, всем присутствующим здесь. Жизнь Юрия Воронова трагически оборвалась 11 сентября 1995 года, когда он был убит на пороге собственного дома. Вот так жестоко и цинично расправились с выдающимся ученым, единственным оружием которого были интеллект и блестящая эрудиция. Народ Абхазии с благодарной памятью вспоминает замечательного человека, борца за свободу республики и бережно относится к его бесценному научному наследию. Ульяна Рожкова, Инал Гавинджия, Абхазское телевидение.
Герою Абхазии, генерал-лейтенанту Владимиру Георгиевичу Аршба исполнилось бы 65 лет. Руководство Министерства обороны, военнослужащие вооруженных сил почтили память первого министра обороны и возложили цветы к могиле Героя Абхазии, а также к его бюсту в парке славы в Сухуми. А в Музее боевой славы имени Ардзинба прошли фотовыставка и памятный вечер. Репортаж Рады Чичава. Самая сильная крепость, как говорят, любовь к родине. И истинный патриотизм – проявление чувств высокого порядка, какие встречаются только у по-настоящему достойных людей. Одним из таковых был и герой Абхазии, первый министр обороны республики, генерал-лейтенант, один из самых видных государственных деятелей нашей страны, человек, о котором невозможно говорить без восхищения – Владимир Аршба. Сегодня ему исполнилось бы 65 лет. Руководство Министерства обороны, Государственной миграционной службы, военнослужащие, сотрудники Государственного музея боевой славы имени Ардзинба, друзья и близкие возложили цветы к могиле героя, а после и к его бюсту, установленному в самом сердце столицы, в парке славы. Продолжились мероприятия, посвященные памяти генерала Аршба в стенах Музея боевой славы. В фойе музея была организована фотовыставка, подробно рассказывающая о жизни Владимира Аршба. А после, во время памятного вечера, со сцены прозвучало множество теплых и искренних слов, посвященных памяти столь неординарного и мужественного человека, навсегда вписавшего свое имя в историю современной Абхазии. Первый замминистра обороны Беслан Цвижба представил собравшимся подробную биографию Владимира Аршба. Он рассказал, что за плечами генерала не только весомый вклад в создание абхазской армии и укрепление обороноспособности республики, но и служба в Германии и Афганистане и ликвидация последствий землетрясения в Спитаке. Владимир Аршба всегда и везде показывал себя достойным сыном своего народа и отечества. Для жителей многонациональной Абхазии, воинов вооруженных сил, это памятная дата. Мы вспоминаем выдающегося сына абхазского народа, государственного и военного деятеля Абхазии, военачальника и полководца, нашего соратника, боевого товарища, легендарного командира. Его воинский путь, послевоенная деятельность, все это было пропитано глубоким патриотизмом к своей родине и своей земле, к людям, которые здесь живут. 16 января 2018 года весть о безвременной смерти Владимира Георгиевича Аршба потрясла абхазский народ, которому на протяжении своей жизни он служил верой и правдой. Человек героической судьбы, он являл собой пример для подражания, был высококлассным профессионалом, настоящим офицером и человеком чести, внимательным к своим подчиненным и сослуживцам, добрым и отзывчивым человеком. С первых дней нападения грузинских оккупантов на Абхазию Владимир Аршба без промедления взялся за укрепление оборонных позиций столицы. В августе 1992 года его направили в Ткварчал для организации Восточного фронта. В скором времени по решению главнокомандующего Владислава Ардзинба Владимир Аршба был назначен командующим вооруженными силами, а впоследствии министром обороны. Совместно с выдающимся военачальником Султаном Сосналиевым они работали над вопросами создания Министерства обороны. Его вклад в формирование вооруженных сил Абхазии по-настоящему неоценим. Как отметил секретарь безопасности республики и друг Владимира Аршба Сергей Шамба, сегодня мы должны быть достойны памяти столь выдающегося человека. С Владимиром нас связали долгие годы как совместной работы, так и личных дружеских отношений. Знакомство наше началось с июля 1989 года, когда Владимира Аршба перевели служить в Абхазию. В это время я возглавлял Народный форум Айдгара. К тому моменту наша республика уже превратилась в зону конфликта. Только что прошла серия столкновений между абхазами и грузинами.
Уже стало понятно, что грузинские националисты не намерены решать вопрос мирным путем. Да, мы готовились к сопротивлению, но, к сожалению, у нас не было необходимого военного опыта, поэтому появление в Айдвара таких опытных боевых командиров, как Сергей Платонович Дбар и Владимир Георгиевич Аршба, было для нас чрезвычайно важным. Именно от них мы получили первые знания в военной сфере и профессиональные советы. Фактически, с лета 1989 года Владимир Аршба, так же как и Сергей Дбар, становятся военными советниками Народного форума Абхазии. Владимир Аршба с 2009 по 2015 годы возглавлял Государственную миграционную службу республики. Он был первым начальником этого, без сомнения, крайне важного ведомства. Как рассказал заместитель начальника миграционной госслужбы Эдуард Гамисония, возглавив службу сразу после ее создания, Владимир Аршба тщательно подошел и к формированию личного состава ведомства, и к созданию правовой базы. На начальном этапе было сложно, так как служба была новая, и граждане и общество относились к ней по-разному. Собственными силами была разработана первая нормативно-правовая база, которая сегодня является основой деятельности службы в сфере миграции. Помимо профессиональных качеств Владимира Георгиевича как руководителя, нельзя не отметить его личные человеческие качества, его индивидуальный подход к каждому подчиненному сотруднику, его поддержка и сопереживание в различных жизненных ситуациях, в которых мог оказаться каждый. Также Эдуард Гамисония зачитал приказ начальника миграционной госслужбы о награждении высшей ведомственной наградой медалью генерал-лейтенанта Владимира Аршба, секретаря безопасности Абхазии Сергея Шамба. О человеке масштаба столь впечатляющего можно, пожалуй, говорить бесконечно долго. Владимир Аршба был не просто государственным и военным деятелем Абхазии. Он стоял у истоков формирования современного абхазского государства и до сих пор является ярким примером неподдельного патриотизма и преданности долгу. Сказать, что я очень сильно хотел быть военным, я не могу. Ну, папа сказал, пойдешь, я сказал, сейчас, как говорят, военный есть и пошел. Сейчас, опять же говоря откровенно, я, конечно, ни грамма не жалею, что я пошел. В завершении вечера памяти состоялся концерт, на котором выступили артисты абхазской эстрады и оркестр Министерства обороны. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Более 10 миллионов рублей выделено государством из программы развития сельского хозяйства на поддержку районных машинотехнологических станций. На эти средства были приобретены запчасти и инструменты для работы МТС. Подробности в репортаже Гугуца Вардания. Ежегодно государством из программы развития сельского хозяйства республики выделяются средства на поддержку районных машинно-технологических станций. В этом году на эти цели было потрачено более 10 миллионов рублей. В основном сюда входит приобретение новых запчастей, аккумуляторов, шин и других необходимых инструментов для полноценной работы МТС. Это в основном орудия, плуги, отвалы, лемехи, покрышки, аккумуляторы, то, что первая необходимая техника здесь не предусмотрена, технику мы покупать МТС пока не имеем возможности, и поэтому то, что есть, надо поддерживать, и они пока способны обеспечивать тот фронт работы, который необходим. Сейчас то, чего не хватает, конечно, много, это все сейчас мы охватить не сможем, но в основном это лемеха, болты, расходные материалы для пахотных плугов. В основном, и сельскохозяйственные шины на трактора. Запчасти и инструменты сегодня выдали руководителям всех 7 районных машинно-технологических станций. По словам министра сельского хозяйства Беслана Джопо, Минсельхоз по мере возможности оказывает всяческую поддержку районам МТС. Он также отметил, что с каждым годом увеличивается спрос на их работу, а это значит, что запчастей нужно больше. Видимо, это сказывается, что в этом году
в 2 раза больше проведены на это время, чем в прошлом году и вспашка, и посев кукурузы, хотя были немного засуха, но тем не менее или люди вот больше к этому так вот более серьезно относятся, вот, производство кукурузы, нашей традиционной культуры. Но вот по цифрам из районов, что мы получаем, и в самом деле в 2 раза больше, уже вот около 500 с лишним гектаров уже посеяно, если было в 200 с чем-то гектаров в прошлом году. И поэтому нам необходимо оказывать такую помощь нашим технологическим станциям, машинотехническим станциям. Это позволит сдерживать какие-то цены государственные. Цена за вспашку в начале года была утверждена Минсельхозом в размере 5000 рублей за гектар. Это было связано с уменьшением цены на дизтопливо. Сегодня же цены на ГСМ вновь возросли. В связи с этим оплата за вспашку изменится. К сожалению, цена на дизтопливо растет уже на 10-15%, и нам необходимо будет пересмотреть небольшое увеличение. Но в любом случае это в 2 раза меньше, чем ту же работу делают частные трактора, там частные предприниматели. И поэтому мы должны вот такую помощь оказывать, чтобы каким-то образом сдерживать эти цены. Запросы на необходимые запчасти для машинно-технологических станций формируются руководителями МТС. Гугуца Вардания, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в праздничные дни 9 и 10 мая на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. В субботу и в воскресенье дождь, туман, гроза. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем 19-24 тепла. Температура морской воды плюс 17. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.